Он будет долго гнать велосипед, остановится и в глухих лугах, и в городах. «Большое восточное путешествие» – так называет свой маршрут Никита Васильев. 1,5 недели назад он выехал из родных Чебоксар. Целью своей ставит не просто намотать километры, познакомиться с природой, городами и людьми нашей необъятной. Был уже в Казани, Челнах, Елабуге и Заинске. Последней остановкой на татарстанской земле стала Бугульма. Я хотел бы побыть один день, завтрашний день, посмотреть Бугульму, на ваши достопримечательности. Ну, все равно как-то впитать атмосферу Бугульмы. Раз уж проезжаю, надо все-таки как-то побыть. Поэтому, в основном я стараюсь в городе побыть один день. Вот, например, сегодня приехал, завтра еще побыть и послезавтра уже стартовать. Дороги покоряешь в стиле минимализм. Простой велосипед, 1,5-литровый котелок и пакет гречки. В среднем не спеша за день проезжает 100 километров. В городах проблем с ночевкой не возникает. Никита ведет свой блог. Часто, зная о будущем маршруте, люди приглашают его в гости. Если такого варианта нет, ночует в палатке в лесу. После физической нагрузки на свежем воздухе 12-часовой сон обеспечен. 500 метров от дороги куда-нибудь уходишь, если есть возможность. Здесь ничего сложного, там поставил и отдыхаешь уже. Как медведь в берлоге, спальный мешок, никаких там дополнительных систем обогрева, то есть за счет своего тепла. Вот, спальник вроде как зимний, нормально держит. 23-летний путешественник по профессии учитель географии. Освоить карту решил в натуральную величину. Автостопом проехался по Украине и Белоруссии, но полную свободу ощутил на велосипеде. Больше года колесил по Кавказу. За 1000 пройденных километров, 1000 друзей в социальных сетях. Самый главный показатель моей вот этой деятельности, когда люди пишут какие-то вдохновительные сообщения мне, когда вот пишут, что я проехал там из одного города в другой, вот ты там меня там вдохновил на это, или вот говорю, кто-то купил просто велосипед. Это самый главный показатель. И мне вот это приятно, что вношу такой вклад в развитие вообще здоровья. После Бугульмы путешественника ждут Оренбуржье и казахстанские степи. Зиму планируют откатать в теплых широтах Средней Азии. К весне выбраться в Сибирь и на Дальний Восток. Маршрут долгий и трудный, но, как говорит сам Никита, мне хорошо там, где я есть. Ирина Герасимова, Ирина Кучук, Артем Брюхачев. Новости Юго-Востока. Бугульма.